Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я ее ведущий Нарсу Абухва. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. И сегодня в выпуске. В Абхазском государственном университете состоялась презентация книги «Красные линии», повествующей о событиях на Украине. В Гудаутском районе из-за вспышки скарлатины закрыты на карантин 2 группы в детских садах. Еще один случай заражения зафиксирован в Гудаутской средней школе. Борис Богателя стал победителем открытого Кубка Москвы по самбо среди мастеров и юбилейного турнира ретро-дзюдо среди ветеранов спорта в Москве. Президент Аслан Бжаня встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран. Во встрече участвовал советник-посланник посольства Максим Литвинов. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с руководителями ведомств, отвечающих за реализацию социального блока вопросов, предусмотренных программой формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией на основе гармонизации законодательства. Как сообщает пресс-служба Кабмина, участники совещания доложили Александру Анквабу о стадиях проработки законопроектов и подзаконных актов в сферах социального обеспечения, здравоохранения и образования. Премьер-министр поручил руководителям обеспечить надлежащий контроль за процессом подготовки законопроектов. Делегации МИД Абхазии на этой неделе совершают рабочие поездки в Ливан и Афганистан. Как сообщается на сайте ведомства, поездки ставят целью создания условий для развития торгово-экономических связей, учреждения торговых домов, укрепления гуманитарных контактов со странами Ближнего Востока. 21 марта истекает срок полномочий председателя контрольной палаты Абхазии Роберта Аршба. До избрания Народным собранием нового руководителя исполнение обязанностей председателя контрольной палаты возложено на заместителя председателя Зураба Отрба. Победить страх, не поддаться искушениям, проявить твердость и цельность характера, сострадание и великодушие, а главное – рассказать о фашизме. В АГУ состоялась презентация романа «Красные линии», повествующего о событиях на Украине. Автор книги – российский государственный и общественный деятель, ученый, правовед Иван Соловьев. До начала презентации автора книги принял ректор АГУ Олег Угварами. Подробности в репортаже Сарей Кварцхеля. «Красные линии» – это первое художественное произведение, посвященное специальной военной операции на Украине. Книга основана на реальных событиях и судьбах военнослужащих на передовой. До начала презентации автора Ивана Соловьева принял ректор АГУ Олег Угварами. Он отметил значимость события, так как история, отражающая подвиг героев при выполнении долга перед отчизной, должна оставаться в стенах Госуниверситета. Не будет однополярного мира. Это самая главная задача на сегодня. Для России и для всего мира уже невозможно видеть, как гегемон устраивает эти кровопролития во всех странах, а сам как будто умыл руки. Да. Спасибо огромное. Я хотел сказать, что для меня, конечно, огромная честь, то, что я свою книгу презентую в Республике Абхазия здесь, в стенах Абхазского государственного университета, потому что это центр и научной, и культурной жизни Абхазии. И, конечно, сегодня вот рассказать абхазскому обществу о некоторых особенностях, о героизме наших воинов, которые они проявляют в ходе специальной военной операции, это мой долг, честь, гражданский долг. И, конечно, упомянуть и с благодарностью вспомнить тех добровольцев, которые сегодня из Абхазии находятся на переднем крае, там слышится абхазская речь. Ребята ежедневно совершают подвиги, и тоже, к сожалению, есть и раненые, и убитые. И поверьте мне, что этот вклад, что не считают в Абхазии эту войну чужой, вот это Нет, самое главное. Нет. Принимают ее близко к сердцу, и поэтому, конечно, вот это
одно из первых мест, где такая презентация происходит. Присутствовавший на встрече министр культуры Даурковой пожелал Ивану Соловьеву творческих успехов, выразив уверенность, что красные линии найдут отклик у абхазской аудитории. Очень важно, чтобы молодое поколение, которым сегодня в первую очередь будут презентовать эту книгу, чтобы молодое поколение знало, с чем сегодня мы сталкиваемся, что сегодня происходит в России, с кем ведут сегодня борьбу, почему это все происходит. Очень важно молодому поколению сегодня рассказать о том подвиге, который совершают их же сверстники. Очень важно сегодня рассказать, вы это отмечали неоднократно, о том, что сегодня наши братья находятся на передовой. И действительно, то, что сегодня происходит, мы на это смотрим не со стороны. Мы понимаем, что это наша общая задача. Полная аудитория. Студенты разных факультетов с нетерпением ждали встречу с Иваном Соловьевым. По словам автора, книга уже была презентована в разных городах России, а первая встреча с читателями состоялась в Донецке, в Музее Великой Отечественной войны. Мы вот здесь с вами собрались, все замечательно, безопасно, море, воздух. А в Донецке есть одна проблема, как найти такое место, где людям было бы безопасно, потому что если там собирается 5-10 человек, сразу это основание для того, чтобы украинцы дали залп из своей артиллерии, мы знаем там эти 155-миллиметровые натовские снаряды, они там долетают на очень солидную дальность, и, к сожалению, работают их наводчики, работает разведка. И, конечно, подвергать людей опасности, делать такую презентацию где-то было просто непростительной беспечностью, но руководство ДНР нашло место. Это музей Великой Отечественной войны в Донецке, где основные мощности музейные находятся на глубине 50 метров. Там появилась и новая экспозиция, которая посвящена уже этой войне, где собраны осколки и остатки боеприпасов, которые бьют по мирному Донецку. Это, конечно, мягко говоря, поражает своей жестокостью. Это десятки тысяч мелких деталек, вот таких, которые при взрыве разлетаются и поражают все живое, что есть вокруг. Это ракеты .У, которые могут кварталами разбивать дома. Но что я увидел среди этого музея? Я вот специально привез с собой, дорогие друзья, вот такую вот картинку, плакат о сборе помощи, который был в Сухуми. И это, я вам могу сказать, единственный уголок, единственной страны, который есть в музее в Донецке. Поэтому вот можно гордиться тем, что Абхазия присутствует там, и каждый, приходящий в этот музей, видит, как Абхазия помогает Новороссии. Это, конечно, дорогого стоит. И еще раз огромное спасибо всей Абхазии вот за такую помощь. Отдельной детективной линией сюжета в книге отражено противостояние российской разведки и контрразведки, попыткам украинских спецслужб и их агентов похитить оружие нового поколения и завербовать военнослужащих вооруженных сил России для работы на противника. Настоящими красными линиями для героев книги станут испытания, через которые им придется пройти. Победить страх, не поддаться искушениям, проявить твердость и цельность характера, сострадание и великодушие. Отдельная глава книги посвящена рассказу о фашизме украинских спецслужб. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Главная задача – не дать опорочить подвиги российских воинов, дать отпор тем, кто искажает суть и цели проводимой специальной военной операции, добавил Иван Соловьев. Конечно, здесь напрямую выходит сама идеология и цель специальной военной операции. Мы возвращаем свое, Россия возвращает свое, потому что земли Новороссии были исконно русскими землями, всегда их Екатерина еще решила, императрица наша, культивировать и селила туда людей, и они поднимали эту Новороссию. Там сотни тысяч наших солдат сложили голову, полили кровью своей. Мы туда огромные деньги вложили, и это историческая ошибка, историческая несправедливость, что эта земля почему-то оказалась
в чужих руках. Поэтому мы возвращаем свое, и это не стыдно, это абсолютно правильно. На встрече также присутствовала глава председательства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба. Отмечая важность мероприятия, он добавил, что Иван Соловьев не только хороший писатель, но и большой друг нашей страны. Те молодые люди Абхазии, которые сегодня с оружием в руках отстаивают интересы Российской Федерации и отстаивают интересы Абхазии. Мы не просто на бумаге стратегические партнеры, а мы на самом деле выросли в одном большом государстве, в Советском Союзе, и продолжаем сегодня жить в дружбе. И Российская Федерация оказывает огромное содействие Абхазии в его будущности. Иван Соловьев подарил несколько экземпляров книги «АГУ», а также раздал военнослужащим 7-й военной базы и Министерства обороны республики. Сария Кварцхеля, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Книга «Красные линии» также была презентована в Министерстве обороны Абхазии. Сегодня для меня большая честь перед вами выступать и представлять эту книгу. Это первая в России книга, которая рассказывает о мужестве и героизме российских военнослужащих, которые они проявляют в период проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса. Вы знаете, мне на самом деле действительно очень жаль, что это первая книга и пока единственная в России, потому что с точки зрения патриота своей страны мне бы хотелось, чтобы этих книг было много уже, были бы уже фильмы, которые снимались бы, и, конечно, вот такое освещение в культуре подвига военнослужащих – это не только путь к тому, чтобы люди знали своих героев, но это в том числе и поднятие авторитета Министерства обороны, это в том числе и поднятие авторитета службы в армии. А все это сказывается тем, что государство невольно в таком случае поднимает уровень социальных гарантий самим военнослужащим. И служить становится престижнее, служить становится почетнее, что, наверное, является самой главной целью любой армии, любого Министерства обороны. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении дежурного изолятора временного содержания УВД по городу Сухум младшего лейтенанта милиции Аика Арзуманяна, который подозревается в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта в крупном размере наркотического вещества с использованием служебного положения. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, Арзуманян задержан и водворен в ВВС МВД. 21 марта в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В Гудаутском районе наблюдается вспышка скарлатины, рассказала главный санитарный врач района Инга Чанба. С начала года среди детей района зафиксированы 19 случаев заболевания. Симптомы скарлатины – высокая температура, сыпь на теле, покраснение языка. Среди возможных осложнений могут быть нарушения работы почек и сердца. Поэтому главный санврач района рекомендует родителям сразу же обращаться в медучреждение при появлении подобных симптомов у детей. Инга Чанба также обратилась к родителям с призывом провакцинировать детей от кори, вспышки которой зафиксированы в соседних с Абхазией странах. Все находится под контролем. Регистрируется ежедневно заболеваемость. Сводки нам приходят все со школы, детских садов. Скарлатиной болеют в основном дети до 9 лет. И поэтому у нас сейчас в основном там в школе 1 класс и 2 детских сада. Из этих дети, которые были в этих группах, они у нас закрыты на карантин. На сегодняшний день у нас 19 случаев скарлатины в Гудаутске. Скарлатина – это неуправляемая инфекция, и поэтому мы не можем предугадать, где какая инфекция возникает. Обычно все инфекционные заболевания, они имеют сезонность и цикличность в разные, через определенное время. Это 5 лет,
10 лет, ну вот давно у нас лет 10-15 не было, да, скарлатины. Периодичность возникновения, это вообще свойственно всем инфекционным заболеваниям. Это не распространяется на управляемые инфекции, то есть те детские инфекции, которые стоят в календаре профилактических прививок. Сейчас вот по поводу кори столько разговоров, а мы с ужасом вообще думаем, потому что у нас очень процент непривитых детей. И, конечно, проводится работа. Мы знаем, сколько детей, да, нужно вакцинировать от кори. У нас сельские амбулатории работают, мы раздаем вакцину, но мамы отказываются от вакцинации. Работа проводится, но если родители наши сказали нет, это мы не можем насильно заставлять, это добровольно. Корь тоже сложна своими осложнениями. У нас вакцинацию проводят 6 лет и в год. И обязательно, конечно, а потом через каждые 10 лет идет вакцинация. Призываю еще раз, пока не поздно, провакцинировать своих детей от кори. Химики из Саранска создают лекарства на основе ядовитого борщевика сосновского, сообщает РИА Новости. В случае успеха опаснейший инвазионный вид поможет лечить рак. Ученые из Мордовского государственного университета имени Огарева разработали специальные наночастицы с соком борщевика. Полученная лекарственная композиция доставляется к злокачественным клеткам и, проникая в них, нарушает процесс деления опухолевых клеток. Борис Богателя стал победителем открытого Кубка Москвы по самбо среди мастеров и юбилейного турнира ретро-дзюдо среди ветеранов спорта, сообщает Госкомспорт Абхазии. Открытый Кубок Москвы по самбо среди мастеров проходил в Москве 18 марта. Он собрал 96 самбистов из 19 регионов России. Борис Богателя стал победителем в весовой категории 98+, среди спортсменов от 65 лет и старше. Пятый юбилейный турнир ретро-дзюдо среди взрослых и ветеранов спорта прошел в Москве 19 марта. Соревнование собрало более 200 спортсменов. Борис Богателя стал победителем в весовой категории плюс 100 килограммов. Борис Богателя – прославленный абхазский спортсмен, двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена АХЦПШ 3-й степени. 12 рейсов, ранее задержанных в международном аэропорту Сочи из-за тумана, будут выполнены в понедельник и вторник, сообщает РИА Новости. Уточняется, что за прошедшие сутки аэропорт Сочи выполнил больше рейсов, чем было запланировано. По состоянию на понедельник в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости были задержаны 4 рейса в Нижний Новгород и Уфу, 3 рейса в Санкт-Петербурге и Москву, 2 рейса в Белград, а также рейсы в Ульяновск, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Дубай, Омск, Новосибирск и Барнаул. И в завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 21 марта, на территории Абхазии с ночи до полудня ожидается дождь, туман. Температура воздуха ночью 5-10, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Камшик Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.